Друзья, добрый вечер! В эфире программа «Большая игра». С вами я, ее ведущая Нина Демогла. Сегодня у нас в гостях всем нам известный общественный политический деятель, первый председатель Народного собрания Гагаузии, доктор исторических наук Петр Пашалы. Петр Михайлович, здравствуйте! Рада вас приветствовать на ГРТ. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Ну, накануне жители Гагаузии отметили 30-ю годовщину со дня принятия закона об особо-правовом статусе автономии. 30 лет– это очень большой срок. Вот как хорошо вы помните хронологию 30-летней давности? Ну, вы знаете, все начиналось намного раньше этой даты, которую мы чтим сейчас в связи с принятием 23 декабря 1994 года закона об особом правовом статусе Гагаузии. Гагаузия, она создавалась очень длительный период, и наш народ претерпел очень много и лишений, и бед, и проблем, и побед на этом пути. Поэтому не лишним будет, наверное, еще раз напомнить, особенно для молодежи, о том, что известно из истории, что Добруджанское княжество просуществовало до прихода на Балканы Османской империи в конце XIV века, а создано было Добруджанское княжество в 1236 году небезызвестным князем Балык. Потом продолжил его дело его сын Добротица, Иванко и целая плеяда князей, или как их называли в Византийской империи, архонтов, которые возглавляли этот регион. Но этот регион начинался где-то южнее Варны, на север Варна, Коварна, Балчик, Добрич и до Килии сюда доходило на территории нынешней Украины, в Буджаке. Это было своеобразное государственное образование на Балканском полуострове во времена одной империи, которая называлась Византией, а потом и Османской империи. Потом наступил период, скажем, Российской империи, Королевства Румынии, советское время, ну и сегодня мы живем в независимой суверенной республике Молдова. Такую хронологию, если прочертить коротко, то она вырисовывается в памяти и наших отцов, и дедов, ну и в нашем поколении. Петр Михайлович, прежде чем мы вернемся к теме нашей, я хотела бы уточнить у вас. Вот много молодежь спорит. Я общалась со многими историками, да, есть очень много теорий происхождения гагаузов, но есть такая версия о том, что первые упоминания об агузах, они пошли из Семиречья. Это сейчас Казахстан, Алматинский район. Вот вы, как доктор исторических наук, кто-то верит в эту теорию, кто-то не верит. Какая у вас есть информация по поводу этой версии? Я преподаю в Камбратском государственном университете историю гагаузского народа, этнологию. И, значит, для того, чтобы объективно и правдиво рассказывать об истории гагаузского народа, гагаузов и многих других народов тюркского мира, надо, естественно, изучить вот этот период, связанный с тюрками, с тюркскими народами. И вы правы в том, что гагаузы, гагаузский народ состоит из трех компонентов. Некоторые ученые говорят из четырех. Это печенеги, это огузы, узы, это кыпчаки и булгары, волжские булгары. Вот на стыке трех мировых культур на территории Балкан эти все племена объединились, и в результате этногенеза получился гагаузский народ. Но Огузское государство, первое государственное образование, которое связано с нашим основными предками огузами, оно действительно просуществовало с 7 по 9 век, было на территории нынешнего Казахстана, Кызыл-Ординской области. Это, как вы сказали, Семиречье. Недалеко от Сырдарьи, там, между Амударьей и так далее. Там действительно до сегодняшнего дня есть очень много музейных, археологических таких ценностей, которые говорят о том, что это наше прошлое. Я приведу такой маленький пример, для вас, я думаю, будет интересным.
У нас в Кангазе, значит, Анна Константиновна Статова открыла гагаузский этнодворик. И если вы зайдете туда и увидите вышивки, которые делали наши бабушки, наши мамы, и на этих вышивках изображен павлин. Павлин, казалось бы, откуда в Гагаузии павлины? У нас нету даже в зоопарке павлинов в Кишиневе, не уже. А вот они его, значит, вышивали. Я задался этим вопросом и долго не мог найти на него ответ. И когда нас пригласили в Кызыл-Орду на международную конференцию, значит, известные ученые, историки, этнографы, археологи, я в музее в Кызыл-Орде, в этом областном центре, был в шоке, увидев вот эти вышивки там. Оказывается, огузы привезли вот этот орнамент, вот это все, вышивки эти пришли сюда к нам в Европу оттуда. Вот вам и ответ на то, что огузское государство, оно сохранило свое культурное наследие с тех времен, и оно перекочевало сюда, в Европу. Поэтому сегодня есть достаточно научных доказательств о том, что вот эти гипотезы о происхождении гагаузов, о которых в советское время говорили, их больше 23, 24 даже, сегодня они несостоятельные. А против них выступали польские ученые, венгерские ученые, турецкие ученые, даже румынские ученые. Вот у меня рядом книга Михаила Петровича Губоглу, работавшего в Академии наук Румынии, «Гагаузы in lumina истории» называется. Он тоже говорит об этом, что нашими предками являются угузы, и вот кровосмешение печенегов и кыпчаков дало нам на выходе гагаузский народ, который сформировался, скажем, во втором тысячелетии уже в Европе. Генетический анализ, который был сделан в разных населенных пунктах немецкими учеными здесь у нас в Гагаузии, в Буджаке, подтвердил о том, что мы европейный народ, и в нашей крови ну, где-то четверть тюркского, а все остальное европейское. Петр Михайлович, давайте тогда вернем. Спасибо большое, очень интересную и важную информацию вы дали. Давайте вернемся к новой истории. Вот можете вы поделиться самыми яркими воспоминаниями 30-летней давности, вот именно когда создавалась автономия? Понятно, что времени у нас не так много, но вот самые, может быть, главные какие-то моменты, которые вы могли бы отметить и которые вы помните. Ну, я это дело сделаю с удовольствием, потому что действительно еще свежо в памяти немало ярких событий, связанных с современной историей Гагаузии. Они все связаны с людьми, какими-то событиями и теми решениями, которые вызывали у нас восторг или разочарование, понимаете? Значит, вот на меня, как для человека, который все время как бы жил вот этой обстановкой, которая меня больше всего произвели, значит, впечатление вот эти события, связанные с приездом Демиреля к нам в Молдову, Сулеймана Демиреля, девятого президента Турции. Они были действительно яркими, и потом в последующем, когда уже мы бывали с Георгием Дмитриевичем Табунщиком у него в резиденции в Анкаре, он рассказывал о своих впечатлениях о Молдове, о гагаузах, о президенте Мирче Ивановиче Снегуре и так дальше. Вот этот клубок событий, а он 4 раза приезжал в Молдову. Представляете, значит, президент такого большого государства, 80-миллионного государства, приезжает в маленькую Молдову, и у него интерес есть не только к Молдове, но и к гагаузам в частности. Можно много говорить, надо, видимо, сесть и написать об этом, потому что это не должно выйти, кануть в бездну. Второе впечатление у меня за этот период – это роль женщин в истории. Вот супруга президента Снегура и супруга президента Демиреля, они очень важную роль сыграли во всех этнополитических вот этих конфликтных моментах. И приезд Демиреля в Камрад первый раз, а потом и заезд в Чадырлунгу только лишь потому, что супруга президента Демиреля сказала, что у нее есть родственница в Чадырлунге, и ей надо обязательно попасть в Чадырлунгу. А служба протокола и Министерство иностранных дел ни в коем случае не пускали их сюда на юг,
И вот они доказали, он через супругу президента Снегура доказал, что они должны поехать на юг. И вот после этого уже договорились, что они приедут сюда. А роль Маруневич Марии Васильевны, нашей Жанны Дарк, как я ее называю, это вообще полна впечатлений, и, значит, об этом тоже можно говорить. Сейчас наследие Марии Васильевны мы анализируем, и, значит, все то, что она сделала для своего народа, оно очень велико. Ну, что связано с моей работой, впечатление, это первое заседание Народного собрания Гагаузии, на котором я был избран председателем, и мне в то время, значит, пришлось заново переучиваться и становиться политиком. Ну, слава богу, мы преодолели тот период. И вот эти вот события, они наложили больше всего отпечаток в моей памяти в этих 30 годах нашей истории. Господин Пашилый, вот вы знаете, вы сейчас рассказали про Демиреля, я вспомнила, что господин Снегур давал мне интервью, в Царство Небесное ему, кстати, кажется, последнее видеоинтервью он давал именно мне. Мы, естественно, очень много говорили с ним о Гагаузии. Тогда он сказал так, что когда я спросила, кому он благодарен за то, что вот в Гагаузии не случилось того, что случилось в Приднестровье, а он говорил тогда, что Приднестровье – это его самая большая боль, да, и он тогда сказал, что самую большую благодарность он отметил и Топола, и Маруневич, но самую большую благодарность он выразил господину Демирелю. После этого мне поступали некоторые звонки, именно из Гагаузии. Не буду называть фамилии кто, но люди, которые очевидцы тех событий, говорили о том, что роль Демиреля в урегулировании вот этого конфликта, который уже накалялся, эта ситуация такая сложная, что Снегур слишком преувеличил роль Демиреля вот в урегулировании этого конфликта. Вот на ваш взгляд, это преувеличено или нет? Я скажу так, нельзя никому присваивать заслуги или быть безмерно благодарным за то, что гагаузы получили автономию. Автономию никто не дает, автономию завоевывает народ в результате борьбы. Поэтому я противник того, чтобы говорить о заслугах чьих-то, значит, местных или там внешних людей. Автономию я вам в начале нашей беседы и интервью сказал о том, что это заслуга главным образом народа. Народ выстоял, народ боролся за свою свободу, и надо только его благодарить за то, что мы сегодня имеем свою государственность в составе Республики Молдова. Надо отдать должное политикам, конечно. Им хватило мудрости и мужества, чтобы сесть за стол и договариваться. Я был членом комиссии по выработке закона об особом правовом статусе Гагаузии. Нас было 15 депутатов во главе с Петром Ильичем Бузаджи, и 15 депутатов со стороны молдавского парламента было. Мы месяцами упорно работали над этим законом, и 27 статей, которые в результате появились в этом законе, это плод договоренности двух сторон, плод компромиссов. И здесь нельзя, я бы не стал выделять кого-то больше, кого-то меньше. Это наша общая победа молдавского и гагаузского народа. И вот это был бы самый правильный и верный путь оценки действий тех политиков того времени. Ну, что касается отдельных личностей, ну, главы государств, естественно, всегда играли важную роль в решении того или иного вопроса, но все-таки основа за народом. Спустя 30 лет вы были в комиссии, которая создавала этот закон, да, об автономии. Вы спустя 30 лет, вот вы, если бы вернуться в то время, что принципиальное нужно было изменить для того, чтобы вот сейчас не возникали вопросы о расширении там, прав, автономии и так далее? Вот что изначально, на ваш взгляд, не было такого главного, фундаментального заложено, или были ли вообще эти упущения? Конечно, несомненно. Значит, мы о них можем говорить долго, и есть о чем говорить. Но самое главное упущение, которое с нашей стороны было сделано, мы не смогли добиться
добиться о том, чтобы этот закон был конституционным. Он имеет статус органического закона, который оказалось, что за последние годы можно менять даже простым большинством голосов в парламенте, что опять же идет нарушение нашего закона об особом правовом статусе Гагаузии. Что касается остальных моментов и упущений, я уже сказал о том, что это был закон компромисса с обоих сторон. Где-то уступали мы, где-то уступали другие, та сторона. Но в главном мы достигли. Гагаузы были признаны народом, Гагаузия получила автономию, мы имеем свою территорию, мы имеем свою идентичность, свой язык, свой бюджет и так дальше. Те слагаемые, которые нужны для любого большого или малого народа, для того, чтобы очертить свою форму государственности. Мы никогда не были сепаратистами, мы были и остаемся государственниками в составе Республики Молдова и понимаем, что будет Молдова, будет и Гагаузия, не будет Молдовы, не будет и Гагаузии. 1995 года по 1999 года вы возглавляли Народное собрание Гагаузии. Как вот вы оцениваете законодательную базу тогда и сейчас? Какие вот самые важные пробелы или, может быть, разработки, которые вы делали, до сих пор не закрыты, например? Что вас волнует больше всего на данный момент? Все, что связано со статусом и законодательной базой автономии. Я назову, скажем, 5 положительных моментов или направлений, которые нам удалось сделать за те годы, и в последующем оно как бы продолжается. И назову 5 направлений, вопросов проблемных, которые не решены были тогда, и мы не успели их просто-напросто разрешить, и не решаются, к сожалению, последующими созывами Народного собрания. Самое главное, то, что удалось сделать в те годы, с 95 по 99 год, нам удалось подготовить и принять уложение Гагаузии. Впервые в истории гагаузского народа наш народ приобрел свою конституцию, свой основной закон. Самое главное требование, которое мы учли в процессе подготовки нашего уложения, это чтобы он не противоречил Конституции Республики Молдова. Это так было, и это признали и американцы, и европейцы, и тюркский мир. В общем, все столицы мира были довольны тем, что вот по этому пути пошла Гагаузия, и этот закон был принят. Мы очертили административно-территориальную территорию Гагаузии, 32 населенных пункта, в том числе 3 города и 29 сел. К сожалению, политика центра тогда, она продолжается и сегодня как таковой, у нас Гагаузия не имеет единой территории. Мы расположены на 4 анклавах. Это Камрадско-Чедерлунский анклав основной, Вулканесский анклав, Капчак отдельно и Карбалия отдельно. 4 части, скажем так, из 4 частей. Это не противоречит республиканскому законодательству, но это в определенной степени ущемляет людей. Что касается Башкана и выборы Башкана, я очень рад, что это демократическое завоевание, которое мы добились в те годы в процессе подготовки закона, а потом разработали и закон о процедуре выборов и так дальше, депутатов Башкана. Всенародные выборы Башкана – это наше завоевание, и это надо отстаивать всегда. Всегда. То, что мы избираем депутатов по мажоритарной системе, это оправдывает наши действия, связанные с этими анклавами. Если мы перейдем на пропорциональную систему, у нас парламента Гагаузии как такового будет еще хуже. То есть, простите, получается, что вы против создания региональных партий? Нет, тут нет, ни в коем случае. Я об этом скажу ниже. Мы утверждаем бюджет ежегодно, и государство передало нам в те годы всю долю государственной собственности, расположенной на территории Гагаузии, кроме некоторых там объектов. Но 90% предприятий, к сожалению, эти предприятия советские, которые были в упадке, но мы их приняли. Мы их приняли, потому что это потенциал, который
постепенно начал возрождаться. И мы сегодня наблюдаем, что бюджет Гагаузии растет ежегодно, а валовый региональный продукт тоже растет. И это говорит о том, что старт, тот, который получила Гагаузия на том этапе в 1995 году, он был достаточно хорошим, потому что 3 сильных района были в основе создания гагаузской автономии. Что не удалось? Мы не смогли политическое оформление Гагаузии завершить. Речь идет об этих региональных партиях, 2 или 3, сколько их будет, я не знаю. У нас в Народном собрании первого созыва были 4 фракции. Фракция Ватан, фракция Доорлук, фракция коммунистов, фракция аграрников. И несколько депутатов были независимыми. И вот между этими фракциями всегда шла дискуссия, и мы в конечном итоге находили то решение, которое надо было найти. Это нам не мешало, наоборот, помогало в работе. Поэтому региональные партии по типу автономии в других странах, они должны быть. Если их нету здесь, то этот вакуум пытаются зайти все 75 партий с Кишинева. И я надеюсь, что это все можно будет решить уже с новым составом парламента Республики Молдова, а выборы не за горами. Вы знаете, я хочу вам, ну, хочу и зрителям нашим, вы знаете об этом, напомнить, что в Европейском Союзе есть очень много вообще автономий. И они защищены, они отстаивают свои права. Там в Испании только, кажется, 17 автономных образований. В Румынии очень яркий пример. Есть венгры, у которых даже законодательно, мне кажется, меньше прав, чем у гагаузов, но они так ловко отстаивают все свои права. Потому что мы создали автономию, а секуи на территории Румынии никак не могут провозгласить автономию. И вот и приезжают к нам по обмену опытом каждый раз, изучают наше законодательство и пытаются убедить румынский парламент, что им надо дать автономию. Пока что у них не получилось. Что у них получается? Но, У них господин Пашилов, получается... извините, у них есть своя квота в румынском парламенте. Да, но это давление Венгрии, это под давлением Венгрии, по требованиям международных этих самых нормативных актов. В Европе очень хорошие законы, которые отстаивают интересы национальных меньшинств. Значит, вот возьмите законы об образовании национальных меньшинств в Италии. Там вообще идеально, там никаких проблем нет. Мы сейчас, кстати, собираемся и изучаем уже давно требования законодательства Италии по части родных языков. Мы идем вперед маленькими шажками, но все равно двигаемся вперед. Вы посмотрите, как развиваются у нас населенные пункты в социальном отношении. Я говорил, мы все время говорим о недостатках, мы все время говорим о проблемах, но надо смотреть правде в лицо, и только слепой не увидит, что жизнь у людей улучшается. У нас есть одна беда большая, которая характерна не только для Гагаузии, она характерна и для всей Европы, и для Молдовы в том числе. Это демографическая катастрофа, к которой мы пришли. Это война в соседней Украине, это отсутствие логистики трудового капитала, рабочей силы, передвижение товаров, услуг и так дальше. Можно много чего перечислять. И мы ратуем за то, чтобы быстрее закончилась эта война, потому что гибнут люди и с той, и с другой стороны. И это влияет на нашу жизнь в Республике Молдова. А этот кризис, связанный с энергоносителями, это не что иное, как порождение вот подобной политики. Скажите, а вот голосование, результаты этих выборов, они как-то скажутся на взаимоотношении между Камратом и Кишиневым? Обязательно скажутся. Сегодня уже мы все чаще и чаще слышим голоса о том, что надо с гагаузами сесть за стол переговоров и начать с ними говорить на понятном для них языке. Я, наверное, не сомневаюсь, что и вы тоже слышали об этом. Об этом говорят и послы, об этом говорят и руководители международных организаций, депутаты и так дальше. К нам приезжают гости. Наши контакты с внешним миром, они продолжаются. И мы не стесняемся открывать двери посольств и
скажем так, встречаться с нашими лояльно к нам относящимися людьми, то ли это дипломаты, то ли это какие-то другие структуры, вплоть до бизнеса, и объяснять ситуацию. Мы им говорим об этом открыто. Мы не сторонники, мы не ищем врагов, мы ищем всегда друзей и партнеров. Есть такая Венецианская комиссия Совета Европы, которая является ведущей организацией при разрешении международных таких споров, особенно этнополитического характера. И там черным по белому написаны рекомендации. Вот эти рекомендации надо выполнять. Выполнять их надо в первую очередь правительству Республики Молдова, парламенту нашей страны, ну и, естественно, региональным властям тоже надо не упираться, а делать таким образом, чтобы этот компромисс был найден. Это касается и родного гагаузского языка, это касается и квоты, это касается и представительства в правительстве, автономии и так дальше. Я уверен, что рано или поздно этот процесс пойдет. И еще раз повторюсь, кое-какие подвижки уже мы наблюдаем. А это все результаты вот этих форм голосования, которые высказывает электорат. У людей есть куча других проблем, которые надо, житейских, я имею в виду, решать. И не надо вешать на них политические проблемы, что вот вы виноваты, вы там такие-сякие, не умеете голосовать. Нет, они все правильно делают, и к мнению народа надо прислушиваться. Давайте, как вы говорите, мы посмотрим на ежедневные житейские проблемы. В Молдове в понедельник, 16 декабря, вступило в силу решение парламента о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике. Как вообще в этих сложных условиях будет справляться Гагаузия, ну и Молдова в целом? Я думаю, что республиканские власти и правительство совместно с международными структурами найдут какое-то взаимоприемлемое решение, чтобы мы не остались без света и без тепла. Какова будет цена вопроса, я сейчас не берусь за это отвечать, потому что я не аналитик в этой сфере, но значит, перебои будут, это видно. Меня, знаете, что больше всего, в общем, обижает, не то что обижает, а обидно становится в том плане, что реакция со стороны, транспарентная реакция со стороны Народного собрания и исполкома пока не слышна. Этот вопрос не обсуждается. Любое чрезвычайное положение, которое объявляется в правительстве, оно должно дублироваться в Народном собрании и в исполкоме Гагаузии на совместном заседании. Так делают все автономии мира, потому что это касается и нас тоже, и нашей, извините, шкуры касается в первую очередь. Поэтому надо дублироваться и предпринимать меры не только на государственном уровне, но и на местном уровне. Что надо делать для того, чтобы не оставить людей вот в этот зимний период без тепла и света? Какие надо дополнительные средства изыскивать, кому надо обращаться за помощью, чтобы у нас в каждом доме был этот электрогенератор, чтобы люди могли пить воду, готовить, кушать детям и так дальше. То есть как в отдельно взятом, на отдельно взятом предприятии должны быть разработаны мероприятия, так и в каждом селе, в каждом городе и в целом по автономии должен быть план Б, так сказать, на случай, если наступят вот тяжелые кризисные времена. 1 января недалеко, не за горами. Я считаю, что нужно было искать эти варианты. И, значит, мы все были увлечены выборными кампаниями, подготовкой к референдуму и всего остальному, и забыли о том, что зима приходит, как всегда, неожиданно. Вы как думаете, Вот она пришла. Вы как думаете, парламентские выборы, которые пройдут в 2025 году, они как-то скажутся, повлияют на решение основных проблем Гагаузии? Они, во-первых, изменят политическую картину в нашей стране. Мы парламентская республика. И, соответственно, изменится палитра представительства, значит, ведущих партий в парламенте, а это уже создаст другую картину во взаимоотношениях автономии с этим законодательным органом нашей страны. Мы живем в единой стране, и у нас есть общие проблемы, которые надо совместно и разрешать. Что касается
нашей линии на вот этот период подготовки, мы должны быть очень внимательными и посмотреть. Мы 95% мы проголосовали за одного кандидата, отдали предпочтение, скажем так, определенным политическим силам. И сейчас, какой будет расклад сил, сложно сказать, но мы должны быть последовательными в своих действиях, я думаю. И в первую очередь надо быть государственниками, надо думать о наших людях и исходить из того, что нам нужен мир. Это самое главное требование, которое предъявляется ко всем выборным кампаниям, к очередным парламентским в том числе. Но видите, как это связано с появлением новых политических сил и в Гагаузии. Я думаю, что вот в этот период, а уже такие движения у нас в Гагаузии есть, и в ближайшем будущем я надеюсь, что первая политическая партия в Гагаузии будет создана. Она успеет или не успеет принять участие в выборной кампании, вряд ли. Но на будущее мы должны создавать политические силы здесь, две-три, для того, чтобы они активно участвовали уже в выборах в Народное собрание и в следующих выборах Башкана. Я бы так ответил. Вы очень хорошо разбираетесь в сельском хозяйстве. Что вы думаете о протестах фермеров, которые проходят в Кишиневе? Они вообще оправданы и добьются ли вообще фермеры своих требований? Я думаю, что они очень правильно делают, что протестуют, потому что на сегодняшний день Республика Молдова, в том числе и наша Гагаузия, держится на плечах аграрников. Значит, 40% валового внутреннего продукта, по-моему, если мне память не изменяет, за счет сельского хозяйства формируется. Это очень большой вклад наших аграрников, которые работают. В сельском хозяйстве работать за последние 3 года стало очень сложно. Этот год, который сегодня складывается, он более-менее благополучный. И у нас, когда едешь вдоль дороги, видны красивые зеленые поля, а зимы распустились, и есть надежда, что на будущий год мы будем с хлебом. Таких годов у нас за последние, я же говорю, 4 года только первый год. Вода ушла, орошения нет, культуры гибнут. Значит, инвестиции в сельское хозяйство, особенно здесь на юге, мизерные. А налоги платят, как и все, что на севере, что на юге, что на западе, что на востоке. Поэтому у нас есть образцы очень грамотного ведения сельского хозяйства, применение новейших технологий в поливодстве. Есть примеры хороших предприятий в животноводстве. Вот на основе этих историй успеха нам надо развивать сельское хозяйство, и тогда у нас и рабочие места появятся дополнительные, и в бюджет будут поступать дополнительные финансовые ресурсы. Но, к сожалению, вот Вы сказали о том, что в ходе нашей беседы уже, что обозначили одну из главных проблем Молдовы– это демография, но есть еще другая проблема– это миграция. Вы занимаетесь сами преподавательской деятельностью. Молодые люди очень часто, особенно в последнее время, говорят о том, что они уедут из страны в поисках лучшей жизни. Сталкиваетесь ли вы с такими заявлениями и что вы отвечаете молодым людям, если они вам об этом в лицо говорят? у нас количество студентов, слава богу, в университете не уменьшается. Оно как константа, так стабильно держится на уровне 1800 человек. Значит, сколько выпускаем, столько и набираем. Но я работал короткий промежуток времени деканом факультета национальной культуры и подписывал документы, связанные с выездом летом на работу в зарубежные страны наших студентов. Они едут в основном в европейские страны по программе Erasmus и по другим программам. И слава богу, они все возвращаются обратно, потому что они едут, подзаработают немножко денег для поправления материального состояния своего, и потом возвращаются к учебе. Конечно, такие разговоры среди студентов есть. Они больше всего разворачиваются на последнем курсе, когда уже надо заниматься трудоустройством, когда уже надо определять себе место жительства и так дальше.
В ходе учебы, конечно, они особо не дергаются, учатся. И, слава богу, это наши дети, они прекрасные студенты у нас. И мы гордимся тем, что уровень, который получают наши студенты, он достаточно высокий. Демографическая ситуация, она видна невооруженным глазом, когда едешь по нашим селам. Пустующие, если мы раньше обращали внимание на пустующие дома только в Ферапонтовке, то сейчас пустующие дома, когда едешь в Камрад, в очень большом количестве и в Тамае. И не только в Тамае, и в других населенных пунктах. Такая ситуация в целом по нашей стране. Здесь нужна государственная программа, которая могла бы начать выправлять эту ситуацию. А как ее выправлять? Надо создавать рабочие места для наших студентов, чтобы они здесь жили, чтобы они не бросали отчие дома и не уезжали. К сожалению, глобализация поменяла психологию многих людей молодого поколения, вот, которые наши дети, вот как вы, молодые. И мало кто выдерживает этот пресс, уезжает в поисках куска хлеба. Раньше, если мы довольствовались тем, что уедут, через некоторое время приедут, дом ремонтируется, все будет хорошо. Сейчас нет, уже если они уезжают, то они уезжают навсегда. И дом через 2-3 года полностью разрушается. А это беда. Здесь нужен другой подход. Здесь надо работать комплексно и не только в части демографии, она, конечно, основная, но в первую очередь как регулировать трудовые ресурсы и создавать условия, чтобы люди здесь жили. Знаете, мое личное обращение к студентам такое. Я им говорю, что где бы вы ни работали, мы все молодыми были и хотели больше увидеть, больше пропутешествовать, где-то поработать, заработать и вернуться домой. Я им говорю, где бы вы ни работали, в Германии работаете, в Соединенных Штатах Америки, в Москве или в Стамбуле, вы должны знать, что ваш аккумулятор здесь, в Гагаузии. Вы должны приезжать сюда, заработал денежек, и здесь, как говорится, создавать свой бизнес и использовать полученные знания на пользу своему региону. Потому что самая родная, самый вкусный хлеб – это дома, и самая приятная вода, она здесь, на месте только. Ну, вроде понимают, по крайней мере, большинство соглашается с такой точкой зрения. Ну, знаете, многие даже мои знакомые, которые уехали, особенно гагаузы, вот я хочу отметить, особенно гагаузы, как правило, они знают как минимум, вот сейчас современная молодежь, как минимум 3 языка, 3-4, и турецкий язык. И у них есть там возможности социального лифта, и они довольно-таки высокооплачиваемые специалисты. И, естественно, тут, мне кажется, нужно очень серьезно потрудиться руководству автономии для того, чтобы замотивировать не только на чувстве патриотизма, но и на других каких-то моментах, чтобы заинтересовать, чтобы они вернулись. К сожалению, у них мотивация появляется после 50, они уже начинают тосковать, а до 50 у них совершенно другие мысли в голове. Да, господин Башилы, знаете, вот сейчас в основном люди в Молдове в целом пребывают в таком депрессивном состоянии, потому что мы не знаем, что нас ждет после 1 января, что будет дальше. То есть ситуация такая, нечему особо радоваться. Какие у вас ожидания 2025 года? Есть вообще какие-то, может быть, надежды на позитивные изменения? Я оптимист по натуре, поэтому скажу сразу, что я всегда надеюсь на то, что найдутся люди, с которыми мы сможем решать те проблемы, которые возникают в нашей жизни. Как правило, так было раньше, вот, предыдущие 30 лет. Я думаю, что эти люди есть, они среди нас, мы с ними часто встречаемся. Они, может быть, не в политике, но они делают дела, они делают хорошие поступки, на которых, собственно говоря, держится наша сегодняшняя жизнь в условиях этого кризиса. Думаю, что
и в политической сфере ситуация у нас изменится после парламентских выборов. И даст Бог, война закончится, значит, и наступит мир в нашей соседней стране, потому что когда у соседа горит дом, это беда общая для всей улицы. Поэтому я бы отнесся к тому, что происходит, более оптимистично и исхожу из того, что мы живем в небольшой стране, а это как семья. Она должна помогать выживать в сложных ситуациях. Конечно, сейчас не социализм, сейчас капитализм выживает, как тот говорил, сильнейший, да? Но вместе с тем государственная политика, региональная политика, политика местных властей должна быть направлена не на разъединение, а на сплочение народа в сложных ситуациях. И я бы пожелал бы, чтобы в 2025 году у нас было больше таких руководителей, больше таких лидеров. До Нового года остается пару дней. Кстати, наша программа, моя программа финальная в этом году. Что бы вы хотели пожелать в завершении программы нашим зрителям? Я в первую очередь хочу пожелать нашим зрителям мира, здоровья, семейного благополучия. Важно, чтобы наши дети были здоровы, чтобы наши внуки росли и имели будущее. И над этим мы должны работать, как я уже сказал, сплотившись друг с другом. И иногда надо в сторону отодвигать все прежние вот эти распри, плохие высказывания друг от друга, стараться о них забыть, а если не удается полностью забыть, то хотя бы отложить на некоторое время для того, чтобы пережить зиму. Самое сложное у нас сейчас пережить вот эту зимний период, а когда уже наступит весна, мы можем уже и другие какие-то задачи поставить перед собой. Сложное время, нам нужно сплочение мира и здоровья. Всем вот этого от всей души желаю. Петр Михайлович, спасибо вам большое за интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо, всего вам доброго. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Большая игра». С вами была я, Нина Демогла. В гостях у нас сегодня был Петр Пашалы. Я желаю вам хорошего вечера, поздравляю вас с новогодними праздниками, желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. До новых встреч на ГРТ.